Jesteście niebywałym zjawiskiem jako twarze. Kobiety są tak piękne, a mężczyźni tak potworni. You know, I do it all the time, so To nie są mikrofony, mówię, co to jest w takim... And if this is very sweet music, we should try to make it adore. Yes? Bardzo proszę po ciężkich próbach o koncentrację w czasie całego koncertu. Идея World Orchestra пришла, когда я учился в старших классах. Никогда не думал, что буду этим заниматься. Я вошел в комнату родителей и увидел саксофон по телевизору. И я подумал, я буду играть на саксофоне. На следующий день я пошел в музыкальный магазин и увидел там лишь саксофон. Я вернулся домой, подошел к маме и сказал: «Мама, я действительно должен играть на саксофоне». Мы были бедны, но ей как-то удавалось откладывать деньги, и она все их потратила на покупку саксофона для меня. И я начал практиковаться по 5, 6, 7, 8, 9, 10 часов в день. У меня появилась мечта сдать экзамены в лучшую академию в Польше. Я осознал, что если буду работать очень упорно, если я начну с себя и стану хорошим музыкантом-саксофонистом, и тогда я смогу создать World Orchestra. Базовая музыка, на которой я учился, была польская национальная. Я не чернокожий, я никогда не буду играть как фантастические джазовые музыканты из Америки, но и они никогда не сыграют так, как мы играем нашу музыку. Поэтому так важно жить в том мире, где ты родился, где ты вырос. Ты должен следовать своему предназначению, поэтому я должен работать с польским фольклором. Это была моя первая мысль. А затем я создал World Orchestra. Но это уже совсем другая история. Когда мой друг поехал в Африку, в Кабо-Верде, я спросил его, что это за остров. Он сказал: очень красивый пляж и вулкан. А мы можем на нем сыграть концерт? Это же звучит здорово. Живой концерт на вулкане. О, боже мой. И мы сыграли концерт на вулкане. И сейчас, спустя 3 года, мы проводим фестиваль в Кабо-Верде с концертом на вулкане.
Гжех был у меня в гостях, ужинал. А он общался с моим мужем, который поет и переводит Владимира Высоцкого на норвежский. Так вот, когда Гжех был у меня дома, они должны были работать на каком-то польском проекте. И друг Гжеха сказал: «О, Рут, спой для Гжеха». Я делала ужин, я была не готова, я сегодня домохозяйка, но сказала: ладно, сейчас. Немного спела. Гжех встал и сказал: «Ты будешь со мной работать». И я сказала: «Да». Но я не поверила ему. После концерта подходили люди и говорят: какое же чувство магнетизма, что вы сделали с залом, что зал был как бы загипнотизирован. Особенно от песни «Рут» в исполнении Гжеха. И я чувствовал это на ком. То есть такая тишина была, и как будто люди оказались в таком вот, как будто застыли. Подходили люди, говорят: после норвежки мы хотим в Норвегию поехать на 5 дней, познакомиться с этой страной. То есть что делает музыка с людьми, это просто здорово. Две недели спустя он позвонил мне, нашел и сказал: «Ты приедешь на концерт в Польшу в апреле? Я хочу начать путь World Orchestra. Это моя мечта уже много лет. Я счастлива работать с Гжехом уже 9 лет. Мы много путешествовали вместе. Много интересного повидали в Африке, в Европе. Нам хорошо вместе работается». Мне посчастливилось в этой поездке в Варшаве познакомиться с Гжехом Петровским. Меня пригласили в его квартиру, мы с ним познакомились, он попросил сыграть что-нибудь. Как я начал играть, он сразу сказал: пойдем в студию. То есть ему это понравилось. И где-то около часа мы писали наши башкирские традиционные народные произведения. Ему очень понравилось, и он сказал, что через некоторое время он обязательно пригласит на свой концерт. И пригласил, да.
Жехом познакомил меня Азат Бичурин. Когда Азат уже 3-й раз съездил в Польшу, ему предложили концерт сделать здесь, Курай с оркестром. Мы начали вспоминать, такого концерта никогда не было. Пошли репетиции. Настолько было суетное время, что мне даже не успел я его представить оркестру. Оркестр тоже недоумение, что это за люди, кто такие. Почему-то не оказалось палочки дирижерской. Дайте, говорит, что-нибудь. Мы ему успели дать кусочек соломки. Взял он, схватил соломку, сделал пару жестов таких, и я увидел, как оркестр так, и все. И когда уже первые звуки пошли, начал уже импровизировать под эту музыку. Я понял, что это очень интересный музыкант. По моему мнению, у нас сейчас фантастическая ситуация, потому что мы можем установить контакт с людьми по всему миру с помощью интернета. И, возможно, это последний момент, когда мы можем найти настоящие источники, такие как курай, дудук, сука, польский народный инструмент, и многие другие инструменты по всему миру. И мы сейчас еще можем найти людей, которых учили играть их отцы, а их отцов, их отцы и так далее. У них еще существует сильная связь с истоками, с корнями, и старые-старые традиции все еще нам доступны. К ним все еще можно прикоснуться. Создание музыки для меня — это своего рода что-то, что приходит свыше, из космоса. Вдохновение — это искра, которую ты можешь поймать на мгновение. И очень редко ты чувствуешь, что вот оно, вот сейчас. И это может случиться в любой момент. Иногда я просыпаюсь по ночам, очень уставший, а у меня в голове звучит мелодия. И я знаю, что мне нужно сейчас проснуться, встать и записать или наиграть ее. Иначе я забуду ее минут через 5-10. И, конечно же, когда я проснусь утром, я не буду ее помнить.
Я, конечно же, умру, а идея этого проекта будет жить. Я надеюсь, что нам удастся создать настолько прочные связи между музыкантами разных стран, что когда меня и моих друзей не станет, молодые музыканты, наши ученики, будут продвигать и продолжать идею World Orchestra. Стоп. Спасибо.